Слушай и смотри. Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа «Якутск сегодня». За режиссерским пультом Мария Новгородова и Михаил Эверстов. У микрофона ведущая Саргалана Антонова. Каждая женщина мечтает отлично выглядеть, добиваться успехов, иметь замечательную семью и растить здоровых детей. Как известно, в жизни все осуществимо, было бы здоровье. Зачастую мы сами не бережем тот ресурс, который, увы, назад не вернешь. Женское здоровье – это самое ценное, что есть у каждой представительницы прекрасной половины человечества. Правильно подобранный стиль одежды, прическа, маникюр – это всего лишь внешняя сторона образа. А главный критерий женской красоты базируется, конечно же, на состоянии здоровья. Его сохранение является самым важным и жизненно необходимым приоритетом для любого современного человека. К тому же именно от здоровья женщины зависит в целом и здоровье нашего общества. Итак, дорогие друзья, сегодня мы говорим о женском здоровье. Как женщине сохранить свое здоровье в репродуктивном возрасте, что хорошо и что плохо для ее организма. И как на долгие годы оставаться красивой и полной сил. Ответить на эти и другие вопросы мы попросим сегодня нашу гостью, доктора медицинских наук, заведующую кафедрой акушерства и гинекологии Медицинского института Северо-Восточного федерального университета, заслуженного врача Республики Саха-Якутия, отличника здравоохранения Российской Федерации Розу Дмитриевну Филиппову. Добрый день. Добрый день. Дорогие друзья, напоминаем, что наша программа выходит одновременно на телевизионном канале НВК Саха и на волнах Татим Саха Радио. Мы работаем в прямом эфире. Вы можете дозвониться к нам в студию по телефонам 32 2066 32 11 66. Ну что же, Роза Дмитриевна, в самом начале нашего разговора позвольте, конечно же, поздравить вас с наступающим праздником Международным женским днем. Взаимно. Хорошо. И начнем, наверное, с самого главного понятия, о котором мы сегодня будем говорить, это женское здоровье. Вот что оно в себя включает? Во-первых, спасибо за приглашение в предпраздничный день. Я хочу обратиться ко всем нашим женщинам сегодня и поздравить с наступающим праздником 8 марта. И вот именно в такой день мы говорим о женском здоровье. Это очень хорошо. Потому что женское здоровье – это, наверное, основа. Основа, нашей жизни, продолжение нашего рода. И вообще во всем, имеет значение женское здоровье. То есть женское здоровье – это не только здоровье внутренних органов, это здоровье чисто по-женски, чтобы женщина могла быть родоначальницей рода, то есть продолжательницей рода. И мы сегодня больше будем говорить о репродуктивном, наверное, здоровье, И я, наверное, поясню, не все, наверное, могут понять это слово, репродуктивное здоровье – это в какой период? Это как раз в период, когда женщина может заняться репродукцией, воспроизводством, то есть тогда, когда она может рожать детей. Это с 18 лет. И по официальным данным, последняя цифра – это 45 лет. Там плюс-минус, то есть сейчас мы идем уже на плюс. И, конечно, женское здоровье зависит у нас не только от общего состояния здоровья, но и в целом от социума. То есть в какой среде живет женщина, как она слажена у нее семейная жизнь, как слажено, взаимоотношения на работе, какую имеет она профессию. То есть это все сказывается на женском здоровье. И хорошо, что мы сегодня поднимаем эту тему. И как раз с 6 марта началась неделя, посвященная здоровью матери и ребенка. Всероссийская неделя. Хорошо, что мы действительно вовремя начали этот разговор. Давайте все-таки обратимся к статистике. Если мы говорим, что население нашей республики за последние 15 лет выросло, то каково здесь соотношение женщин репродуктивного возраста? У нас население республики выросло за последние годы. Мы говорим о том, что мы являемся лидерами на Дальневосточном федеральном регионе. У нас высокая рождаемость. У нас в республике высокая рождаемость, а в целом, к сожалению, по Российской Федерации рождаемость ниже,
чем смертность. Вот мы как бы лидируем. И это большое спасибо нашим женщинам, нашему, значит, женскому населению, которое составляет, и вот у нас почти около миллиона сейчас, вот, и 50% этого населения – это женское население, да, но из них, значит, это дети, женщины, значит, зрелого возраста, да, и вот репродуктивного возраста всего где-то 30% от этого миллиона. Да, то есть у нас это небольшое количество этих женщин, но благодаря тому, что наши женщины настроены на рождение второго ребенка, третьего ребенка, благодаря правительству и Республики Саха-Якутия, и Российской Федерации, наши женщины пошли на то, чтобы семья была многодетна. И благодаря этому, значит, у нас рождаемость выше, чем смертность у нас в Республике Саха-Якутия. То есть мы лидируем. Хорошо. А какова система оказания акушерско-гинекологической помощи у нас в республике? Какие условия созданы для того, чтобы действительно женщины могли сохранять свое здоровье, могли рожать детей? У нас, значит, в республике Саха-Якутия эта система, значит, она у нас построена по приказам Министерства здравоохранения Российской Федерации. У нас трехуровневая система оказания акушерско-гинекологической помощи. То есть первый уровень – это первичное звено, да? Это, значит, центральные районные больницы. У них под контролем находятся фельдшерско-акушерские пункты, где работают акушерки, и они оказывают помощь в селах. В далеких селах. Это первый уровень. На втором уровне это города нашей республики Саха-Якутия. И третий уровень это город Якутск. Самый высокий уровень, где оказывается высокотехнологичная, специализированная помощь женщинам во все периоды ее жизни, начиная с детства, то есть это детский врач-гинеколог, да, потом репродуктивный период, значит, это женские консультации, сеть женских консультаций, сеть, значит, коек акушерских и гинекологических, начиная с первичного звена, это в центральных районных больницах, вот, и, значит, заканчивая третьим уровнем, самым высоким уровнем. Вот, ну, наверное, здесь можно сказать, наверное, несколько слов о том, что у нас в Республике Саха-Якутия третий уровень представлен 2 перинатальными центрами. То есть это очень хорошо. То есть это в городе Якутске у нас 2 перинатальных центра, где оказывается высокотехнологическая медицинская помощь, специализированная медицинская помощь. И все жители города Якутска, да, женское население города Якутска получает помощь именно вот в этих, да, перинатальных центрах. И хочется сказать, что благодаря тому, что, значит, у нас есть, значит, Национальный центр медицины, вот, там у нас уже более 20 лет работает перинатальный центр. И в 2018 году у нас было строительство и вот значит, в работу, значит, нового перинатального центра на территории областной больницы. И вот благодаря этому, значит, треть населения, женского населения получает высокоспециализированную, значит, службу по родовспоможению и по гинекологической помощи. Это очень высокий уровень оказания помощи женщинам нашим. Но об этом, конечно же, говорят отзывы тех же молодых женщин, которые рожали в перинатальном центре, которые действительно говорят добрые слова о том, что они получили очень хорошую квалифицированную помощь. Да? Действительно, главное предназначение женщины – это рожать детей, и поэтому, конечно же, хотелось бы поговорить о репродуктивном здоровье. Да? Вообще, с какого возраста, как вы рекомендуете, да, нужно начинать разговор вот с девочками или, может быть, с девушками, будущими мамами о репродуктивном здоровье? Ну, как я уже сказала, вот репродуктивный возраст у нас начинается тогда, когда женщина созрела. Физически созрела, духовно созрела, и в социальном плане тоже, конечно, она созрела. То есть с 18 лет. Считается, физически женщина может, значит, выносить беременность, забеременеть и выносить беременность и родить здорового ребенка. То есть репродуктивный возраст – это с 18 лет. С 18 лет. Ну, до 18 лет организм еще молодой,
он не созрел, и могут быть осложнения в течение беременности, родов, ну и в послеродовом периоде. Вот. Ну и, конечно, пока женщина молодая, пока у нее много сил, да, молодых, она здоровая, у нее нету за плечами багажа хронических заболеваний, да, вот это вот все входит в репродуктивный возраст. И по, значит, критериям, значит, Российской Федерации он считается до 45 лет. Но мы с вами здесь живем сейчас в 21 веке, и вот возраст 45 лет он у нас отодвинулся. То есть у нас сейчас женщины могут родить и в 45, и в 47, и даже в 50 лет. То есть без последствий для себя, для ребенка. Ну да, это обычно бывает очень желанная, очень планируемая беременность, и женщина подходит очень серьезно в этом возрасте к своей беременности. Ну и, конечно, значит, она проходит все уровни оказания акушерской гинекологической помощи. И если у нее есть какие-то, значит, противопоказания к вынашиванию беременности, конечно, тогда врачи делают свой вердикт, выносят, что да, к сожалению, она не может выносить и родить здорового ребенка. То есть все это решает у нас специальный, значит, консилиум, да, специальное такое сообщество врачей, вот, для того, чтобы, ну, родить здорового ребенка. И вот в репродуктивном возрасте, ну, сейчас у нас возраст отодвинулся, наверное. Вот я хочу сказать, что вот я сказала, что 18 лет, как бы в социальном плане женщина должна быть зрелая. Наши девочки 18 лет, они еще пока не совсем в социальном аспекте зрелые, да, то есть у нас немножко инфантилизм в этом возрасте сейчас есть. То есть мы больше оберегаем, да, в этом возрасте, считаем, что они еще молодые, вот. И 18 лет девочка чаще всего бывает в социальном плане несколько, значит, не готовая к материнству. И они правильно делают, и они отодвигают свое материнство после того, как получат высшее образование, вообще не только медицинское, вообще образование, когда получают, когда встанут крепко на ноги, например, да, в материальном плане, вот тогда, ну, то есть они правильно подходят к планированию семьи. Вот. И сейчас у нас вот наблюдается такая тенденция, но не только у нас, конечно, в республике, это везде такая тенденция, особенно, значит, ну, на Западе это уже было давно, то есть отодвинули рождение первого ребенка после 30 лет. После 30 лет рожают наши женщины сейчас. И у нас в республике Саха-Якутия по данным 2022 года, к сожалению, вот возраст женщины для рождения первого ребенка у нас, значит, увеличился до 28 лет. То есть, если раньше женщины рожали в 22 года, первого ребенка в 21, то сейчас большинство женщин, значит, у нас вот отодвинули эту градацию и рожает в 28 лет. То есть рождение первого ребенка отодвинулось у нас. Ну и как врач-акушер-гинеколог, я, наверное, скажу, что этот возраст отодвинулся, и мы считаем, что это неправильно. Все-таки первого ребенка надо рожать до 25 лет. Это рекомендации врача. Это рекомендации врача. И не только вот лично мои рекомендации. Это опыт наблюдения за течением беременности, родов и послеродового периода. И поэтому, значит, это литературные данные, это всемирные данные о том, что женщина вот должна рожать именно в молодом возрасте, до 25 лет первого ребенка. И родить всех своих детей, вот кого она запланировала, сколько она детей в семье запланировала, до 35 лет. Это оптимально. Это оптимально. Это оптимально считается. Оказывается, после 35 лет, значит, идет старение организма. Ну и появляются, наверное, начинают проявляться хронические заболевания, которые тоже дают о себе знать. Да, и они накладывают, да, свой, значит, отпечаток на здоровье женщины. Поэтому вот эту цифру надо запомнить. И хотелось бы, чтобы наши девушки рожали именно в возрасте до 30 лет. До 30 лет. Ну и хотелось бы, конечно, поговорить о вообще здоровье подрастающего поколения, да? Что говорят врачи о наших молодых девушках, да? Ведь в конечном итоге от их здоровья будет зависеть и здоровье всего нашего общества в целом. Ну, сейчас вот по, значит, и всемирным данным, и по всероссийским литературным данным, к сожалению, мы говорим о том, что здоровье
будущих родителей, то есть мальчиков и девочек, к сожалению, оставляет желать лучшего. То есть объем хронической патологии у нас увеличился. И, к сожалению, каждая третья, четвертая девушка, по статистике, да, молодая девушка, она уже имеет, значит, хроническую какую-то патологию. Патологию, то есть не органов малого таза, а вот сердце, легкие, печень, почки. Вот. И, конечно, это накладывает определенную трудность для вынашивания беременности. Но, значит, не будем пессимистами, мы оптимисты. И просто хочется сказать, что сейчас, благодаря возможностям, да, значит, медицины, у нас вот в современное время, да, мы можем, значит, сделать так, чтобы подготовить женщину для будущей беременности, да, вот, убрать, значит, те острые заболевания, которые у нее есть, да, добиться ремиссии благодаря, значит, высокотехнологической медицинской помощи, да, и сделать так, чтобы женщина родила здорового ребенка и хорошо выносила беременность, и роды, и послеродовый период. Ну, для этого женщина должна быть, наверное, внимательна прежде всего к своему здоровью, для того, чтобы планировать в дальнейшем здоровую семью. Да, совершенно правильно, да. Ну вот сейчас у нас, например, помощь, медицинская помощь женщине, она у нас складывается как? Мы начинаем с детского возраста. И не только даже с детского возраста, наверное, уже, наверное, как ученый, наверное, как преподаватель, я хочу сказать, что мы начинаем уже с периода беременности. Да, то есть женщина, когда вынашивает беременность, она уже закладывает зачатки будущего здоровья своих детей. И если эта беременность была здоровая, если родился здоровый ребенок, соответственно, меньше будет какой-то патологии в последующем. То есть во время беременности мы уже говорим, да, о том, что женщина должна знать о том, что она вкладывает в будущее здоровье, вынашивая ребенка. И когда рождается ребенок, обязательно, конечно, ребенка осматривает врач-неонатолог, и там узкие специалисты по необходимости. И вот я сказала о том, что у нас есть врачи, детские гинекологи. И они уже начинают, значит, осматривать женщин, молодых будущих женщин, да, в детском саду. В детском саду осмотр проводится, да, это с разрешения, конечно, родителей, с устного и с письменного согласия родителей, да, вот, и даются рекомендации, определенные рекомендации по развитию девочки. Все ли в норме у девочки, есть ли какая-то вдруг патология, то есть вовремя эту патологию обнаружить и вовремя эту патологию ликвидировать, вот. А потом уже в последующем, значит, у нас идет детское, да, значит, оказание медицинской помощи в детских консультациях, а потом уже, конечно, девушка переходит в женскую консультацию уже к врачу-акушер-гинекологу. И там, значит, уже подготавливается будущее материнство, да, и, соответственно, конечно, врач-акушер-гинеколог, он осматривает только, если кто-то приходит к нему по какой-то болезни, да, для того, чтобы женщину, молодую девочку подготовить к материнству, это должно начинаться в семье. Да, то есть мама, да, как старший товарищ, она должна вкладывать определенные знания по половому воспитанию девочки. Вот. В советское время даже широко было распространено половое воспитание в школе, например, да. Вот. Но сейчас мы к этому возвращаемся, да. Сейчас мы уходим от западных форм обучения, да, и идем, например, уже к советскому, да, образованию. И вот сейчас уже нас, врачей-акушер-гинекологов, привлекают, да, учителя, классные руководители по проведению бесед, лекций, да, в младших классах, начиная с младших классов, потом, конечно, подростковый период и старшие классы. То есть там в зависимости от возраста проводятся определенные виды занятий с девочками. Вот. И потом, когда девушка выходит замуж, например, да, до наступления беременности, она может получить консультацию
также в женской консультации у врача-акушер-гинеколога, у своего участкового врача-терапевта, например, да, по своим какие-то заболеваниям, которые имеются. Или, значит, даже обратиться, например, у нас есть медико-генетический центр, да, то есть обратиться там и проверить например, свои генетические заболевания, если они имеются наследство, да, отягощено. И это вполне возможно. Хорошо. Дорогие друзья, сейчас мы прервемся на небольшую рекламную паузу, после чего вновь продолжим наш разговор. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Сегодня мы говорим о женском здоровье, о том, что хорошо и плохо. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу, и сегодня мы говорим о женском здоровье. Как женщине сохранить свое здоровье в репродуктивном возрасте? Что хорошо и что плохо для нашего организма? И как на долгие годы оставаться красивой и полной сил. И у нас в гостях очень интересный собеседник, доктор медицинских наук, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии Медицинского института Северо-Восточного федерального университета, заслуженный врач Республики Саха-Якутия, отличник здравоохранения Российской Федерации Роза Дмитриевна Филиппова. Дорогие друзья, напоминаю, что наша программа выходит одновременно на телевизионном канале НВК Саха и на волнах Татим Саха Радио. Мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 32 2066 32 11 66. Пожалуйста, звоните и присоединяйтесь к нашему разговору. Ну что же, мы продолжаем действительно говорить о нашем женском здоровье, да? И вот благодаря развитию медицины роды уже перестали быть тяжелой женской долей, да, как раньше это было. И сегодня все-таки они связаны с определенной долей радости, но в то же время есть небольшой риск. Риск для матери и для ребенка. Осложнения ведь бывают, да, к сожалению, так? Да, угу. И с чем это связано обычно? Ну, значит, роды сами по себе – это чисто физиологический процесс, по идее, да, но это процесс, когда женщина физически, то есть она должна быть физически здоровой, она должна быть сильной. Вот наши бабушки, наши мамы рожали очень хорошо, потому что они занимались физическим трудом, вот, и были готовы к родам. Но сейчас, к сожалению, наша молодежь, да, но особенно девушки, да, вот, есть часть женщин, которые занимаются, да, вот, физкультурой, фитнесом занимаются, следят за своим физическим состоянием. Но большая часть нашей молодежи, к сожалению, ведет сидячий образ жизни. Но гиподинамия. Это связано с компьютеризацией, цифровизацией, значит, да, и вот мы, как врачи-акушер-гинекологи, это ощущаем. То есть физически женщина хуже подготовлена для родов. А это тяжелый физический процесс. Женщина должна вытужить физически ребенка. Она должна быть сильной, физически сильной. Вот. И, к сожалению, когда бывают иногда вот такие ситуации, что женщина не готова к родам. Вот. Или когда, например, она во время беременности излишне питалась углеводами. А что такое углеводы, наверное, я объяснять-то не буду. Да? То есть это углеводное питание. Да? Пирожные, бисквиты, мороженое, конфеты. Да? Вот. И ребенок тоже так же, он все это получает и прибавляет в весе. И у нас сейчас есть, к сожалению, тенденция к рождению крупных детей. Особенно во время первых родов. А родить крупного ребенка, вы сами понимаете, да, это, конечно, намного труднее. То есть в родах у нас женский таз, он не расширяется, он такой, какой он есть. И вот через этот родовой канал должен пройти ребенок. И хорошо, вот для молодых особенно девушек я хочу сказать, чтобы ребенок во время первых родов был не более 3,5 килограмм. Раньше мы всегда говорили, богатыря родила 4 килограмма. Но врач-акушер-гинеколог и врач-неонатолог, они редко обрадуются крупному ребенку, потому что этот ребенок прошел через родовые пути, да, вот своей крупной головкой. То есть определенная травма могла быть в родах. Вот. И когда вот сейчас женщина рожает, например, 300, 3200, ребенка что-то маленькие говорят, а мы радуемся. А на самом деле на самом деле, да, этот ребенок, он хорошо прошел через родовые пути и нормально адаптируется вот
в нашей среде. Поэтому еще раз хочу сказать, надо, чтобы ребенок, особенно для первых родов, был не более 3,5-3,600 килограмм, но ни в коем случае не 4 килограмма. Вот тогда возникают у нас осложнения в родах. Но и осложнения возникают тогда, когда у женщины есть какие-то заболевания. Заболевания сердца, заболевания легких, печени, почек, которые сказываются на вынашивании беременности. И, к сожалению, тогда мы вынуждены, то есть женщина уже сама не может родить, и мы идем на операцию кесарево сечения. Но операция кесарево сечения – это оперативные роды, это неестественные роды, да? Вот. И, соответственно, конечно, вот женщина после этого теряет часть своего здоровья репродуктивного, то есть рубец на матке, соответственно, а ребенок не проходит вот тот путь, который он должен пройти изначально, да, то есть вот, и он должен понять, что он скоро попадет в нашу среду, да, вот, например, из водной среды попадает в воздушную, и он получает сигналы, проходя по родовым путям. А когда мы его извлекаем искусственно из полости матки, он этих сигналов не получает. И адаптационный механизм у него не срабатывает. И могут быть отклонения в периоде новорожденности, к сожалению. Поэтому, конечно, риск родов, он высок у нас, высок. Но если женщина готова к родам, если она прошла школу матери и ребенка в женской консультации, если она физически готова, то роды – это физиология, это норма, и мы должны рожать здоровых детей. А насколько часто приходится сталкиваться вот с таким диагнозом, как бесплодие, и как, на основании чего вообще ставится такой диагноз? Да, бесплодие – это очень грозный диагноз, очень грозный диагноз. И, к сожалению, у нас в Республике Саха-Якутия процент бесплодного брака в пределах 16%. То есть большой процент у женщин, у супружеских пар репродуктивного возраста, то есть молодых, у которых должны быть дети. То есть мы не берем молодое население, которое не живет, например, половой жизнью, и зрелый возраст не берем, только репродуктивный. Из них, представляете, да, вот такой процент бесплодных пар. А что такое бесплодие? Бесплодие – это когда в течение года партнерских отношений, да, без применения презервативов не наступает беременность. В течение года. Раньше, значит, это был период более такой длинный, 3 года считалось. Сейчас мы 3 года не ждем. Так что, молодые пары, запомните, если в течение 1 года при регулярной половой жизни без применения контрацептивов, да, не наступает беременность, это уже серьезный повод обратиться к врачу-акушер-гинекологу. И он направит вас уже не к обычному врачу-акушер-гинекологу, а к врачу-репродуктологу. Это в Национальном центре медицины отделение вспомогательных репродуктивных технологий. То есть нужно вовремя, пока возраст молодой, успеть нам до 35 лет, значит, излечить это бесплодие, выяснить причину, да, и с применением, значит, специальных методов, да, сделать так, чтобы пара могла иметь детей. А сейчас бесплодие у нас очень хорошо поддается лечению. То есть и на этом не надо, значит, в смысле ставить какую-то точку, да, то есть надо обязательно идти к специалисту. И у нас есть возможности уже сейчас, значит, проведения, если какие-то причины, например, да, вот непроходимость маточных труб, невынашивание беременности. У нас есть такая методика, как экстракорпоральное оплодотворение. И оно сейчас проводится у нас по программе ОМС. То есть это все, значит, входит у нас в стандарт обязательного медицинского страхования. Это действительно очень здорово. Ну что же, мы поговорили вот о детородном возрасте. А давайте теперь обратимся к проблемам здоровья женщин после 40. Да? Вот как сохранить свою красоту, молодость, здоровье в этот период времени? Да, вот вы правильно это заметили, потому что вот я же вам сказала, да, ну, даже в народе говорят, бабий век короток. Да, ведь? И вот после 35 лет идет угасание функций яичников. И они вырабатывают меньше женских половых гормонов. И это сказывается на внешности.
да, и вот молодые женщины, они молодые, 35 лет, там, да, чуть больше 35 лет, появляются первые морщинки, например, тургор кожи снижается, да, вот, и, значит, нарушение менструального цикла тоже в этот период могут быть, например, да, и это связано с, значит, уменьшением количества женских половых гормонов, эстрогенов. У нас есть возможность как-то их восполнить, чтобы да, конечно, у нас проще. Да, мы живем с вами в современное время. Вот у нас есть возможности, значит, заместительной менопаузальной гормональной терапии. Но это гормональная терапия, то есть вы понимаете, то есть тут есть тоже ограничения и противопоказания. И для того, чтобы назначить правильную менопаузальную терапию, чтобы не было у нас раннего климакса, чтобы не было раннего истощения яичников, нужно вот после 40 лет уже обратиться к врачу-акушер-гинекологу. Но тут уже несколько другой направленности врач. Это врач-эндокринолог, гинеколог-эндокринолог. То есть вот такое у нас есть понятие. И там, значит, проверят фон, да, гормональный фон женщины, значит, посмотрят менструальную функцию и, соответственно, назначит по необходимости лечение назначит. Вот. И женщина благодаря этому, она может сохранить свою молодость. Но я хочу как врач, наверное, сказать, мы лечим болезни, врачи, да? А вот здоровье-то вы, да, женщины, сами вы его, значит, определяете свое здоровье, да? Вот по определению Всемирной организации здравоохранения 50% нашего здоровья, 50, видите, да? То есть очень половина нашего здоровья, да, зависит от образа жизни, да? То есть если женщина не будет спать, если не будет заниматься физкультурой, если не будет заниматься уходом за своим телом и за своим лицом, соответственно, значит, за своим питанием следить, да, за правильным питанием, соответственно, значит, у нее и качество здоровья, оно у нее будет ниже. Понятно, да? То есть мы, врачи, мы лечим болезни. А вот сохранение здоровья на 50% зависит от самой женщины. Но мы можем помочь в этом плане, да? Для того, чтобы женщина дольше оставалась молодой, красивой, востребованной, работоспособной, потому что снижение функций яичников, оно и снижает нашу работоспособность. Поэтому, чтобы быть активной, да, вот, и выполнять все функции, которые выполняли до этого, значит, вот, помогает врач-акушер-гинеколог. Об этом тоже нужно знать и помнить. То есть нужно знать свой гормональный статус, да? Да, гормональный статус. Но, значит, у нас сейчас есть частные клиники, в которых можно сдать эти гормоны, но не надо сдавать весь пакет этих. Вы придете к врачу-акушер-гинекологу, и врач-акушер-гинеколог именно назначит только те, значит, гормоны, которые нужны для исследования именно вам. Да, то есть, потому что осмотр проводится, значит, женщина осматривается, фенотип ее определяется, да, по какому типу. Иногда у нас бывает женщины и по мужскому типу, например, да, вот, то есть большее количество андрогенов у женщины, то есть вот это скорректировать надо. Или, например, недостаток каких-то гормонов, да, та же щитовидная железа, например, да, не очень хорошо работает, это тоже сказывается на функции яичников, например, да. Вот. И наши основные, значит, железы эндокринные, они все взаимосвязаны. И работают они в связке, в определенные. Поэтому здесь нужна хорошая консультация врача-гинеколога, эндокринолога. Хорошо. А вот существует ли повышенная онконастороженность? Вот есть такой термин, да, у женщин с возрастом? Ну, вот я, наверное, вас немножко поправлю. Вот не только с возрастом высокого. У нас, к сожалению, помолодел, да? Помолодел рак шейки матки, помолодел рак яичников, рак эндометрия. Ну, это связано, наверное, процентов на 20 от экологии. Да, то есть 50% от образа жизни и где-то 20% экологии и еще наследственность. Да, то есть то, что нам передали, и являемся мы носители этих генов, онкогенных. Вот. И при каких-то определенных сбоях они начинают вырабатывать эти клетки, патологические клетки, онкологические. И, к сожалению, возникает такое заболевание. Вот для того, чтобы профилактировать, понимаете, лечить рак, вы
все современные люди и грамотные люди, вы понимаете, что если рак уже есть, его вылечить трудно. Да, ну, вы хорошо все знаете, и цифры знаете, и по своим родным, может, близким, знакомым, к сожалению, знаете об этом. Вот. Поэтому лучше эту болезнь профилактировать, чтобы не было этой болезни. А как ее профилактировать? То есть нужно обращаться в женскую консультацию, да? А есть какие-то нормативы, да? С какой частотой мы вообще должны ходить к врачу, показываться? У нас есть специальные клинические рекомендации, поэтому, да, значит, по онконастороженности, значит, любая женщина, согласно всем нашим, значит, регламентирующим приказам, должна быть у врача-акушера-гинеколога 2 раза в год. 2 раза в год. Ну, в принципе, не так уж часто. Да, не так уже часто. Ну, действительно, даже можно поставить себе в план и посещать. Ну, по молодости до 35 лет, если нет никаких этих заболеваний, если чувствуете себя хорошо, хотя бы 1 раз в год нужно быть у врача-акушера-гинеколога. И во время этого осмотра, да, это профилактический осмотр называется. То есть вы пришли не по какому-то заболеванию, а пришли профилактически. То есть у вас все хорошо, и вы пришли просто вот на профилактический диспансерный осмотр. Раз в год любая женщина здоровая должна показаться врачу-акушер-гинекологу. И во время этого осмотра, значит, проводится забор клеточек с шейки матки на онкологические клетки. И проводится ультразвуковое исследование обязательно органов малого таза на предмет каких-то, значит, образований в полости малого таза. То есть пальцами они не всегда определяются, да, при влагалищном исследовании, а вот при ультразвуковом исследовании можем увидеть тот же, например, изменения в яичниках, да, в эндометрии, в теле матки, например, можем увидеть. Поэтому, значит, запомните, пожалуйста, дорогие женщины, да, что 1 раз в год в молодом возрасте, а после 35 лет 2 раза в год. Потому что с возрастом, к сожалению, риск возникновения этих заболеваний возрастает, онкологических заболеваний. Поэтому 2 раза в год. Ну и, конечно, проверяем молочные железы после 35 лет. Обязательно в порядке. Хорошо. Но вместе с физическим здоровьем, наверное, необходимо поддерживать и душевное здоровье. Вообще, как научиться сохранять позитивный жизненный настрой? Ну вот позитивный настрой, конечно, зависит у нас от того, в какой среде мы с вами находимся, какие у нас взаимоотношения в семье, на работе, например, да. Но еще и зависит от того, какой у нас гормональный фон. Да, то есть от гормонов это тоже имеет очень большое значение. Поэтому, если человек соматически здоров, соответственно, он и духовно, у него будет больше возможностей, да, значит, сохранить свое духовное здоровье, то есть быть позитивным. Вот если я постоянно болею, конечно, у меня настроение будет плохое. А если я здоров, соответственно, у меня будет хорошее настроение. Да, ведь? И это настроение будет передаваться моим окружающим людям. В семье, например. Да, если женщина здоровая, она и в семье, например, больше внимания уделит мужу, больше внимания уделит детям, например, да, если она соматически здоровая. И, соответственно, психологическая обстановка будет в семье хорошая. То есть все зависит у нас от нашего здоровья. Марк Твен говорил, что возраст – это то, что существует в наших мыслях. И если вы о нем не думаете, то его нет. Наверное, можно так сказать, она в возрасте женщин, которым уже за 40, например, за 50. Да. Ну что же, я благодарю вас за очень интересный и информативный разговор, как раз-таки накануне Международного женского дня. Сегодня мы говорили о женском здоровье, говорили о том, что хорошо для него и что нет, а также о том, как продлить свою красоту и молодость. Дорогие друзья, это была программа «Якутск сегодня». Ее подготовила и провела редактор Саргалана Антонова. С наступающим вас праздником! Всего хорошего и до свидания!